Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто вот-вот совсем скоро объявится, кто это человек, кого вам ждать? Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком не думайте, песочек все увидит и расскажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, что это? Треугольники повыходили. Треугольники. Мужчина-гость. То появляется, то пропадает. Какой-то гастролер, наверное, да? Либо по настроению, либо работа у него такая. Появляется и пропадает. Причем резко появляется и также резко пропадает. Ничего не говорит, ничего не обещает, никак не объясняет свое поведение. Вам кажется, что он с вами играет, вам кажется, что есть ситуация треугольника, а может, вам и не кажется, может, оно так и действительно есть. И вот я вижу его появление. Да, как ясно, солнышко появится. Никто не ждет, а он раз и нарисовался. Но в этот раз мужчина идет с чем-то конкретным. У него, во-первых, какое-то решение созрело, он яйцо в руках несет. Может, действительно на Пасху появится, да? Привезет вам крашеное яичко, писанку, да? Еще и пасочку привезет. Но шутки шутками, вполне возможно, что как раз-таки, да, на Великое Воскресенье Господне и появится. Может, действительно, вот повод, да? Вот, пришел к себе мириться, яичко тебе принес. Ну, яички свои, наверное, имеется в виду. Ну, может, действительно, какие-то крашенки принесет вам. Ох, девочки, что будет? Я вижу, что вы на него очень злая. Я вижу ваше состояние, вас, ну вот, вы уже понимаете, о ком речь идет, да? Вас прям колотить начинает, когда вы представляете, что он появится. Вы столько слов придумали, вы столько придумали всяких, ну, кусючих слов, да, и еще и придумали, чем вы его, возможно, ударите, да, либо как ему побольнее сделать. Но, с другой стороны, когда он появится, будет такой прям красивый, светится, улыбается, нарядный, у вас все эти слова прямо из головы выветрятся, да, и не сможете даже то, что заготовили, воплотить. Ну вот очаровательный мужчина, очаровательный, умеет быть таким солнечным, ярким, таким милашкой может быть. Вот актер-гастролер мне идет, хоть ты что. Может быть, он и не такой. Может, не такой. Но вот по повадкам, по поведению такой. Я вот даже сейчас карты возьму, проверим. Так, и да, Пасху у нас же празднуют католики и православные в разные дни, да? Может и 5-го прийти, а может и 12-го. Так что имейте в виду. Имейте в виду, девочки. Ну, объявится. Повод. А может, в ваших краях будет, да, нарисуется. Так, что за фрегат? Корсар, да? Может, он действительно у вас моряк? Ой, мужчина, ой, хитрый, ой, у него там 1000 козырей в рукавах. Он очень многое о себе скрывает. Вы очень многое не знаете о нем. Там столько тайн, там столько всего накручено. Он уже и сам теряется в показаниях. Вот если его спросить, он не сможет честно ответить. Так слишком долго врал, так много всего переплелось, одно на другое наложилось, что он уже в свою ложь сам верит. Он уже и сам не знает, кто он такой. Не знает. Постоянно в каких-то вот, ну, поездках, в плаваниях, в путешествиях, в мытарствах, чего-то там ищет. Либо заработать пытается, либо там от кого-то бежит. Я не знаю. Такой вот мужчина не семейный мне идет. Не семейный. И на него действительно цикл Луны влияет, да?
цикл влияет. Может, у него обострения там в полнолуние начинаются. А когда Луна молодая, да, у него наоборот там затишье происходит. То есть какой-то странный он, конечно, мужчина, но при этом такой манкий, такой интересный. Вот правда, как будто бы загипнотизировал вас. Вот нет его рядом, вы на него злитесь и думаете: эх, паразит, только покажись. А вот он показывается, и вы все, и обомлела. Понимаете, как зачарованная на него смотрите, и уже и злости нет, и все ему готовы простить. Да? А может, он и правда на вас какие-то чары навел? Слушайте, давайте проверим. Но странная ситуация, реально странная. Ну нет, тут чар нет, однозначно нет. Он просто такой классный, харизматичный и умеет с женщинами, да, общаться. Так, что ему надо в этот раз? Что за яйцо он вам несет? Ну, яйцо – это символ новой жизни, да. Новое, да, давай вот новое с тобой, дай новый шанс мне, дай мне возможность доказать, что я там, что не осел, да, что буду тебя любить, что я понял свои ошибки. Вот как-то в эзотерике, да, яйцо всегда с новым ассоциируется, с новой жизнью. Что карты скажут по поводу этого яйца? Ну, клевер, да то же самое, шанс. Он прям верит, что в этот раз все будет по-настоящему, прям верит. Хорошо, а что ему мешало до этого быть с вами честным и открытым? Ой, душа неспокойная, ой, душа нараспашку. Он женщин боится. Боится женщин, боится влюбиться, боится серьезных отношений, привязок боится. Поэтому себя туманом закрыл. Кстати, не только от вас, но и от других женщин он себя туманом закрывал. Но вы единственная, которой вот прям тянет. Тянет так, что он не может себе отказать. Да? Вот ноги сами ведут туда, где вы. В вашу сторону его ведут. Представляете, какие у него ноги непослушные? Голова думает одно, а ноги делают другое, да, а тело не слушается. Вот, его тянет к вам. Вы для него женщина особая, вы его леди. Так, ну хорошо. Что еще? Вот оно что. Хо-хо. Ну, вы, конечно, не поверите, но я все равно скажу. Этот мужчина может на вас жениться. Ну, он захочет на вас жениться. Либо вы единственная женщина, на ком ему хочется жениться. Вот на других не хочется, с другими просто, да, вот, ой, поматросил, как говорится, и бросил. А вы единственная, которой ноги несут, которую забыть не может, которой привязан. И как вот этот, знаете, мартовский кот. Погуляет и возвращается. Погуляет и возвращается. Конечно, сравнение так себе, я понимаю, но с другой стороны, вот когда он уходит и общается с другими женщинами, его же от них воротит. Он такой: фу-фу, какая гадость, ой, нет, вообще не мое, да, душа не лежит, орган отказывает, да, не слушается, не реагирует, понимаете, вот такое происходит. Может быть, он, да, и пошел в эти все загулы, чтобы эту привязку к вам. Это даже не вы к нему привязаны, а он к вам привязан, да. Любит, он вас любит, девочки, он вас любит, и, может быть, он это не признает, да, может, для него это какая-то новинка, да, новое ощущение, может, он и сам еще, да, себе это не открыл, но вы единственная, на ком он захочет жениться. Привязка. Что за привязка? Почему эта привязка произошла? Ну, на вас магии точно нет, он на вас ничего не делал, но к вам он сам привязан. Ну, это привязка любовью называется, как ни крути, любовь. Он вами болен. Он, понимаете, это как, ну, не хочется сравнивать с вирусами, да, но вы ему в кровь попали, понимаете? Вы у него на сердце отпечатались. Вы его страсть, вы его желание, вы его дыхание, вы его кислород, вы его любовь. Да, он как рыбка об этом молчит, но рядом с вами он как будто бы расцветает. Он становится таким мужественным. Ему хочется вас защищать, ему хочется там рядом с вами мускулами играть. Хочется, чтобы весь мир узнал, что вы его женщина. Но боится серьезных отношений. Боится, как пустить корни, наверное, да? А у кого-то еще отыграется, что боится попасть в какой-то переплет. Да? Давайте будем честными, не все женщины хорошие, так же, как и не все мужчины хорошие. И бывают такие истории, от которых, вот знаете, хоть стой, хоть падай.
Ну, бывают они везде бывают, неважно какое это общество, неважно какая страна, религия, везде бывает. Возможно, мужчина видел своими глазами, как его мама там чудила, да, а папа страдал и терпел. Может быть, он и сам в свое время там в молодости хлебнул по самые уши. Может, на глазах у друга жизнь разрушилась, да, тоже могло быть. Вот есть какой-то страх, который ему не позволяет, либо он его отталкивает, да, от сильных чувств и от стабильных отношений. Да, есть такое, есть. Еще вот мне не нравится, что у него много тайн за спиной, ну прям очень много. Что это за тайны? Он их так спрятал, что даже сам уже не помнит, что он придумал, а что на самом деле было. Это первый момент. Второй момент, он, ну вот даже под пытками, наверное, не признается, где соврал, а где правду сказал. Вот правда, да, вот настолько он, ну, изобретательный фантазер. И еще, девочки, вот явно у него есть другие женщины, с которыми он общается. Это не значит, что они общаются в интимном плане. Они просто могут общаться, там как-то взаимодействовать. Но в интимном плане я не вижу. Я вижу наоборот, что в интимном плане только вы у него. Вы его будоражите, возбуждаете. Только лишь вы. И если у вас откровенная ситуация любовного треугольника, то там какие-то семейные тайны. Люди не живут семьей, но выглядят внешне как семья. Да, есть какие-то тайны, они там все как будто бы вот повязаны, да, повязаны этой тайной. И эта тайна их держит вместе, а так бы уже давно разбежались, развелись, и каждый бы зажил своей жизнью. Да, это для тех, у кого вот мужчина женат. Он честно пытался вас забыть, но забыть он вас не смог. А вот эта вот постоянная, да, дистанция, которая между вами, да, приехал, уехал, она прям ему конкретно вот открывает глаза на то, что я не могу без нее. Я не спрячусь от своих чувств, куда бы я ни бежал, я все равно буду к ней возвращаться, потому что ноги сами несут меня в ту сторону. Даже если мне там ничего не надо, я все равно туда еду. Вот. Как-то так мне идет. Появится, видите, яйцо вам несет. А яйцо, кстати, очень крупное. То есть это не что-то там такое, знаете, типа дай мне шанс. Нет, там конкретика будет. Там будет конкретное предложение. И если вы это яйцо примете, ну вдруг, да, я понимаю, что у вас сейчас не то настроение, что вы уже там скривились, проплевались, да, что вы скажете нет. Но вдруг, понимаете, вы его увидите, ясно солнышко, и глаза вам заслепят в очередной раз, и вы не откажете, то из этого яйца действительно вылупится кто-то. Это прям серьезный знак. В отношениях, да в любой сфере, вот если яйцо показывают, то это серьезный знак. Да, и мужчина вам его дает. А вы прям думаете. Вообще вижу, что берете, но пусть будет думаете. Ну, конечно, задумаетесь, а потом возьмете. Да, неплохо. Еще, знаете, показано, что заяц отвернулся. Не убежал, а просто спиной отвернулся. Может быть, мужчина сможет подавить какой-то свой страх, да, потому что зайцы, они трусливые. И если что, сразу раз и в лес ускакал. Вот. Но тут он подавит свой страх. Видите, вот она, лодка под парусами, на которой он плывет в вашу сторону. Вот яйцо, вот вы его встречаете в шоке с такими огромными глазами. Думаете, о, гастролер приехал. А вот он буквально в полулежачем состоянии у ваших ног с этим яйцом. Да, будет очень интересно. А еще, знаете, он так вот прям подгадает, что вот святой день ругаться нельзя, да? Вот ругаться нельзя. Он вам так сразу с порога и скажет: ты помни, какой день сегодня, ругаться нельзя. Скажете, вот паразит хитрый, да, придумал. Ну, что-то будет, девочки, что-то будет. Не может он без вас. Вы можете на меня, конечно, тут наговорить всего, чего хотите, но вижу, что и вы не можете без него. Ну, по крайней мере, когда он появится, вы поймете, что ну, какой бы он ни был, все равно он ваш, да, прям родненький. Родненький. И еще, девочки, я вижу, что он от чего-то лечился. Нет, это не то, наверное, не какие-то там эти болезни Венеры, нет. Здесь больше похоже на какую-то травму, либо на какое-то хроническое заболевание. Но он от чего-то лечился. И я вижу, что он благодаря этому лечению даже от каких-то
этих негативных привычек и пристрастий немножечко избавился. Ну, может, не до конца, но, по крайней мере, если там любил выпить, то теперь он пьет там по чуть-чуть. И, ну, как бы нормально, да, почему бы и нет. Если он там прям как паровоз дымил, то теперь, может, там, не знаю, на электронки перешел, да, уже как-то и запах поприятней будет. И, опять же, да, не так отталкивает. Ну, вот что-то есть. Может, и похудел, кстати, если он у вас колобочек такой, этот пухляшок был. Похудел, наверное, да, преобразился. То есть, в принципе, в лучшем виде при параде приедет, встречайте, встречайте, и это яйцо получаете. И еще, мои хорошие, но это уже не про мужчину, это просто отдельный фрагмент, показывает человека, который вам когда-то, возможно, даже в прошлом году что-то обещал. Да? Обещал, человек сказал, ну, типа, когда будет, либо когда появится возможность, либо когда узнаю, либо там солнце, звезды сойдутся в одну линию, тогда. Человек вам пообещал, вы уже благополучно забыли, либо вы думаете, ну, раз не сделал, значит и не будет. Да? И я вижу, что этот человек с вами свяжется и скажет, что да, есть возможность, есть вариант, либо я готов, либо я сделал то, что обещал. То есть вы так немножечко обалдеете, скажете, ничего себе, столько времени прошло, да, и ты все это время меня помнил, да, думал об этом. А я тут уже на тебя кучу всего там наговорила, да, кучу всего там нажелала сгоряча, а тут такой неожиданно приятный поворот. Знаете, человек действительно думал о вас, и человек действительно, знаете, как поклялся, наверное, даже, да, что я вот слово сдержу, а обещание свое выполню. И вот, пожалуйста, выполняет. Вот, так что вам еще и сюрприз идет. Да? Сюрприз, который вам точно понравится. Там такой огромный петушок, шикарный просто, красавец петушок. Поэтому, как говорится, да будет так, воистину так и будет. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.